Неудержимый. Таким знали разведчика Абдуллу Цароева. Сегодня этому легендарному человеку исполнилось бы 98 лет. Сейчас нашего министерства это обеспечить сбыт, помочь производителю сбыт продукции. Дополнительное производство планируется запустить на заводе электродвигателей малых мощностей. Женщина была взята экстренно в операционную. Выполнили операцию кесарево сечения, извлекли живого доношенного ребенка. Родились не в рубашке, а в уникальном перинатальном центре. Как в условиях современной медицины донашивают малышей. Этот сапожник в сапогах. Ибрагим Костоев отшивает в своем доме национальные яичики. Мастер поделится секретом. Записался на гимнастику, чтобы я был сильный и стройный. Тянут носочки и пыхтят над пистолетиком. Как даются маленьким спортсменам уроки спортивной и художественной гимнастики. Добрый вечер. Это новости 24. В рамках поездки в Северную Осетию премьер Ингушетии Руслан Гагиев принял участие в открытии картофелехранилища «ФАТ-Агро» вместимостью в 4000 тонн, которое состоялось в рамках международного научно-практического семинара «Оригинальное семеноводство картофеля в условиях высокогорной зоны». Гагиев в приветственном слове к участникам торжественной церемонии отметил, что открытие такого крупного объекта является подтверждением того, что сельское хозяйство в республике активно развивается. Появление нового картофелехранилища связано с увеличением объемов производства на предприятии. Все помещения оснащены современным вентиляционным и холодильным оборудованием, обеспечивающим систему микроклимата и вентиляции. Автоматизированная система работы позволит избежать случайных ошибок и сбоев во время выполнения различных операций и процессов. Сегодня исполнилось бы 98 лет легендарному разведчику Абдулле Цароеву. В своей смелости и отваге он был неудержим. Рвался в самое пекло боя, оказывался в центре любой схватки. Ему поручали самые сложные и рискованные операции. Для сослуживцев он был хорошим соратником, для родных – любящим семьянином. Никогда не отступал назад, всегда шел к своей цели. Индира Манкиева – удивительной судьбе. Разведчик Абдулла Цароев, 3 ранения, 2 контузии. Пройти все ужасы войны и попытаться забыть, возможно ли это. Родственники легендарного разведчика вспоминают о своей военной жизни. Ветеран не любил говорить, всегда старался оставить все в себе, как будто боялся. Если позволит истории вылиться из уст, все может повториться. А видя статьи в газетах или фильмы про войну, подолгу плакал. Когда его привезли, говорит, на носилках в отряд принесли раненого, у него был осколок в позвоночнике. И этот врач вспоминает, у меня, говорит, была последняя ампула обезболивающего. И когда, говорит, я ее достал, я, говорит, ее берег для очень такого случая экстраординарного. Вот, говорит, этот случай настал, я, говорит, достал эту ампулу. Он, говорит, улыбнулся своей застенчивой улыбкой и сказал, говорит, нет, доктор, не надо, делайте так операцию. Я, говорит, ему делал операцию несколько часов на живую, без анестезии. Свой первый бой Абдулла Цароев встретил в 1941 году под Брестом в 22 года. А ведь когда-то Абдулла мечтал стать актером и даже поступил в театральное, но гены взяли верх, и Цароев перевелся в военное училище. Командир роты лейтенант Абдулла Цароев служил в войсках НКВД, которые в первые дни войны прикрывали отход советских войск от границы. Из своего подразделения разведчик Володя, так Абдуллу называли сослуживцы, создал партизанский отряд, который успешно действовал в немецком тылу. 38 выполненных боевых операций, уничтожено 11 немецких генералов и офицеров высших госчинов и 31 воинский эшелон. Все-таки разведка – это такая специфичная сфера деятельности, где все засекречено, где информации очень мало. И даже по сей день, вот насколько мы знаем, в архивах КГБ, ныне ФСБ, эта вот информация, которая хранится, она до сих пор засекречена, то есть ее нет в таком общем доступе. Вот. Но со временем, я думаю, эти архивы рассекретят, и у нас будет какой-то доступ, мы что-то новое узнаем. Отважный партизан Абдулла Цароев уничтожал гитлеровцев, пускал под откос составы с боевой техникой, взрывал склады с горючими и минировал дороги. И благодаря этому жетону, одевая его, он сам и наши разведчики уходили далеко вглубь тыл врага и доставали ценную информацию о передвижении их войск, передвижении их техники военной, куда, что они направляют.
для захвата нашей страны. В Краеведческом музее имени Тугана Майсагова бережно хранят память об известном партизане и разведчике, который навсегда прославил весь ингушский народ. А центральное место в экспозиции «Защитники Москвы» занимает книга «Сильные духом». Там рассказывается, как в 1942 году в районе станции Толстый лес Абдулла встречал самолет, на котором прилетел разведчик Николай Кузнецов, вошедший в историю войны под псевдонимом Пауля Зиберта. Для своего соратника Николая Кузнецова молодой разведчик Володя сумел достать жетон, который открыл для него двери оккупационной администрации. Один из самых важных экспонатов, как признаются сотрудники музея, это его личная винтовка. Эту винтовку ему подарили, когда он уходил в отставку, на память, для того, чтобы у него осталась память о партизанском движении, о партизанском отряде. Он ею пользовался всю свою жизнь, и вот после того, как его не стало, эта винтовка стала экспонатом нашего музея. По его воле и его наследники, исполняя волю своего отца, они сдали эту винтовку в музей. Она, как видите, является украшением, одним из ценнейших экспонатов нашего музея. Напоминанием потомкам о легендарном партизане и разведчике служит и Ингушский горский кадетский корпус, который носит его имя. Кадеты корпуса 8-й год подряд доказывают, что они лучшие среди курсантов страны. Не раз показывали отличную военную подготовку на различных соревнованиях как регионального масштаба, так и всей страны. Подвиги разведчика были отмечены орденом Красного Знамени, 2 орденами Красной Звезды, медалью за оборону Москвы, медалью партизану Отечественной войны первой степени и многими другими. Несомненно, эти ордена и медали являются важной, но малой долей благодарности Родины за спасение. Но, как рассказывают близкие, они сумели согреть душу человека, который говорил: «Я видел столько крови, сколько воды в реке Назранка». Индира Манкиева, Новости 24. В социальной сети Facebook появилась новая функция, которая позволяет пользователям в случае ЧП немедленно сообщить знакомым, что они в безопасности, или наоборот попросить о помощи. После вчерашней трагедии в Барселоне, когда под колесами микроавтобуса на бульваре погибли 13 человек, а более сотни получили ранения, этой функцией воспользовались 30 пользователей. Услуга под названием «Проверка безопасности» позволяет оказать поддержку пострадавшим. Люди готовы предоставить нуждающимся крышу над головой, воду, еду или подвезти туристов. Таких предложений уже поступило 1000. Дополнительное производство планируется запустить на заводе электродвигателей малых мощностей. Сейчас на предприятии изготавливают 2 вида продукции. Это электронасосы и плафоны для осветительных приборов. Чтобы обсудить дальнейшее развитие, завод посетили представители Минэкономразвития. Все подробности у Залины Могушковой. Завод электродвигателей малой мощности пережил трудные времена, но с новыми возможностями начал свое производство. На сегодняшний день завод производит водяные насосы 2 видов с верхним и нижним забором воды. Несмотря на то, что рынок такой продукции полон, насосы этого завода востребованы. Это объясняется более низкой ценой, чем у конкурентов, при том, что по качеству продукция ничуть не уступает. Единственное, чего не боятся, перепад света, напряжение, перепад, не боятся. А так он будет работать, если его за ним следить как положено, он будет работать, я тебе говорю, 5 лет, я отвечаю. 2 года вообще я гарантию даю. В день завод производит до 50 единиц продукции, но предприятие хочет поднять планку до 200. Если завод заработает на полную мощность, здесь могут обеспечить до 300 рабочих мест. Месячная выручка может вырасти до 5 миллионов рублей. Завод оснащен 80 единицами как импортного оборудования, так и отечественного производства. Поэтому в расширении завода со стороны технического обеспечения нет никаких препятствий. Мы принимаем любые заказы по ремонту оборудования, в смысле электрооборудования. И хотим даже сейчас открыть даже специальную точку для того, чтобы принимать у населения принимать, имеется в виду сломанные, будем делать и перемотку, наверное, будем делать перемотку, и будем открывать цех для ремонта глубинных насосов. Сейчас завод работает над крупным заказом. Предприятие заключило договор с Малгобекским заводом по производству светодиодной продукции и сейчас производит комплектующие для 2 видов светильников. Однако предприятию требуется больше заказов. С этим обещали помочь в Министерстве экономического развития региона. Основная задача сейчас нашего министерства – это обеспечить сбыт, помочь
производителю сбыт продукции. Вот сейчас по приезду обратно дам указания, дам поручения нашим сотрудникам и начнем искать, во-первых, сбыт на рынках и так далее. Во-вторых, их нужно обеспечить хорошим контрактом для того, чтобы был постоянный сбыт. Предприятие планирует расширить производство не только привлечением новых заказов, но и расширением ассортимента продукции. Руководство завода планирует запустить в производство автомобильные фильтры и глубинные насосы. Залина Магушкова, Рахман Цуров, Новости 24. Жилищные кредиты станут доступнее. Ставки по ипотеке смогут снизиться. Об этом говорили на встрече президента Владимира Путина с председателем правления банка ВТБ. Это связано с приростом в этом году ипотечного портфеля на 23%. Сегодня средняя ставка в ипотеке составляет порядка 11%. Но есть вероятность того, что к концу года она должна снизиться до 10%. Также с агентством по ипотечному жилищному кредитованию ведется работа по программе развития арендного жилья. В настоящий момент банк ВТБ уже профинансировал строительство на 85 тысяч арендного жилья и проинвестировал 16 миллиардов рублей. Такая перспектива важна, особенно для молодых семей, которые не в состоянии приобрести квартиру, но смогут арендовать хорошее жилье. Уже в 2018-2019 годах это жилье появится на рынке. С вводом в республике перинатального центра все больше маленьких жителей региона, которые появляются раньше срока, могут рассчитывать на полноценное и счастливое будущее. И вот еще 2 спасенные жизни – матери и ребенка. Все обошлось благодаря первоклассному оснащению и тесному сотрудничеству с федеральными медицинскими центрами. Репортаж Жаридат Халухоевой. Сейчас Луиза Сагова бережно обнимает своего малыша, но еще пару дней назад для матери 4 детей риск, что эти роды могут оказаться летальными, для нее был велик. Женщина поступила в перинатальный центр на 36-й неделе беременности. Беременность протекала тяжело. Все это время Луиза наблюдалась у местных врачей и стояла на учете высокой группы риска. Врачи перинатального центра боролись за 2 жизни – матери и ребенка. Операция была у нее тяжелая технически. 3 вхождения оперативных уже говорит о том, что там последующие вхождения очень тяжелые. Дежурная бригада в составе дежурных врачей-акушер-гинекологов и в составе дежурного анестезиолога-реаниматолога женщина была взята экстренно в операционную. Выполнили операцию кесарево сечения, извлекли живого доношенного ребенка. Роды прошли без особых осложнений. Со сложностями врачи столкнулись после операции, когда у пациентки началось внутреннее кровотечение, из-за чего потребовалось повторное хирургическое вмешательство. Хоть и интраоперационно была большая кровопотеря, объем необходимых нам медикаментов, препаратов крови всего у нас было достаточно. Проблемы в медикаментах или в оказании помощи у нас не было. Все было сделано вовремя, квалифицированно. И на данном этапе женщина на 3-х сутках уже в послеоперационном периоде, скажем, в удовлетворительном состоянии, встает, ходит, гемодинамические показатели в норме. Все, что основные функции жизненные, тоже у нее функционируют в норме. Роды с помощью оперативного вмешательства нередки, но в республике это единичный случай, когда мать уже 4-й раз рожает через кесарево. Проведение таких сложных операций в регионе стало возможным с открытием перинатального центра, который оснащен новейшим медицинским оборудованием. Это очень большой плюс для республики Ингушетия. Центр прекрасный, оснащен практически самым современным оборудованием, и интегрированными операционными, интегрированными реанимационными палатами для новорожденных. То есть как заведующий хирургией новорожденных Республиканской клинической больницы Республики Татарстан я абсолютно смело могу это утверждать. Коллектив, который работает здесь в реанимации новорожденных, также обучен всем необходимым знаниям и умениям. Возможности перинатального центра не заканчиваются первоклассным оснащением. Сейчас идет тесное сотрудничество с федеральными медицинскими центрами, специалисты из которых обучают ингушских коллег работе с новым оборудованием. Наладили очень тесные связи. Это педиатрический университет Санкт-Петербургский. И работает там Дмитрий Олегович Иванов, ректор института, главный анатолог страны. И вместе с ним мы не только здесь налаживали технологии, а активно каждый день фактически консультируем своих больных. Из перинатального центра уже выписалось более 1000 пациенток. Здесь родилось больше 600 малышей. Проведено 5 высокотехнологичных операций, что говорит о заметном скачке в развитии регионального здравоохранения. Жаридат Халухоева, Адам Кадзоев, Новости 24.
Примерно 160 миллионов рублей составляет ущерб с полей Малгобекского района. Урожай в этом году поначалу обещал быть хорошим. Но все прогнозы аграриев разрушили жара и засуха. Под раздачу попали и подсолнух, и кукуруза. Сейчас этой проблемой занимается специально созданная комиссия. Репортаж Зелимхана Калоева. Вот такую картину аграрии наблюдают каждый день, выходя на поле. А всему виной засуха. Почти весь урожай яровых в Малгобекском районе погиб. Кукуруза, виноград, овощи, бахчевые, соя. Ущерб по району составляет около 12 тысяч гектаров, приблизительно 160 миллионов рублей. И это только по одному району, отмечает в региональном Минсельхозе. Ситуация, конечно, как мы видим, плачевная. Вот то, что мы находимся на первом поле уезда в Малгобек. Это фермерское поле, на котором мы сейчас находимся. Вот как мы видим, вот у меня в руках ранняя засуха не дала даже завязаться, початку не дала ранняя засуха. И такая же картина, к великому нашему сожалению, по всему району. Аномальная жара не пощадила и подсолнух, от которого кроме сухих стебелей ничего не осталось. В республике введен режим чрезвычайной ситуации. В настоящий момент подсчитывается весь ущерб урожая по региону. На территории Малгобекского района было посеяно позднеяровых культур более 7 тысяч гектаров. Из них в пределах 4,5 тысяч гектаров это кукуруза, более 2000 гектаров, подсолнуха. Также были посажены овощные культуры, виноград, бахчевые культуры. Общей сложности в пределах 7,5 тысяч только у крестьянско-фермерских хозяйств. В прошлом году картина складывалась чуть благоприятнее. Убытки, конечно, были, но не таких размеров, отмечают аграрии. Последний раз такая ситуация наблюдалась в 2015 году. По мнению Алихана Богатырева, всему виной отсутствие оросительной системы в районе. Они засохли на корню, то есть урожая нету. Если нет урожая, значит эти руководители, эти фермерские хозяйства, в первую очередь, ГУПы, они получили большие убытки, нанесен материальный ущерб. С малгобекских полей собрать аграриям почти ничего не удалось. Впрочем, засуха также частично затронула Назрановский и Сунжинские районы. Сейчас в каждом из них работает комиссия. Зелимхан Калоев, Хаваш Гойгов, Новости 24. 5 новых культурных центров появятся скоро в республике. Дома культуры начали возводить в сельских поселениях Мужичи, Сурхахи, Яндари, Новый Редант и Зязиков-Юрт. Проектом предусмотрены вместительные залы, просторные помещения, где помимо занятий по хореографии и вокалу можно будет приобщиться к прикладному искусству, развивать традиционные ингушские ремесла, а также проводить общественные мероприятия. При разработке проектов учитывались рекомендации главы Ингушетии. Новые объекты будут сочетаться с общим фоном, архитектурным ансамблем близлежащих строений и отличаться своей оригинальностью. Хобби нашего следующего героя можно считать не просто оригинальным, а универсальным. Ибрагим Костоев мастерит национальные кожаные сапоги – ичики. Колоритная обувь, разная по размеру и высоте, но полностью выдержана в едином стиле. Этому хобби уже более 30 лет, и со временем любимое дело начало приносить прибыль. Репортаж Марины Муталиевой. Впервые к колесу швейной машинки Ибрагим Костоев прикоснулся 35 лет назад. Какое количество пар обуви он пошил с тех пор, дедушка уже и не сосчитает. Среди них кожаные сапожки на все сезоны. Те, что повыше да потеплее, можно носить зимой. Есть и демисезонная обувь, и специальная, которую в основном старики надевают после омовения, и даже чешки. Я рожден 42, 41. Эти вот 41 летний. В свои 83 года дедушка умудряется без устали весь день посвятить любимому занятию. На протяжении нескольких часов сидеть на одном месте не так легко, как кажется. Иногда ноют руки, но в целом мастер чувствует себя хорошо. Говорит, болезни до сих пор обходили его стороной. Все время есть запас, не ожидая пенсии.
Свою уникальную продукцию дедушка реализует на рынке в Сунже. Говорит, спрос немалый. Одна пара такой обуви обходится в 3500 рублей. Материалы, используемые при шитье национальных сапожек, только качественные и натуральные. Благодаря этому летом ноги в такой обуви совсем не потеют. Кстати, кожу, нитки и другие необходимые атрибуты для работы дедушка сам привозит из Хасавюрта. Ибрагим Костоев живет в этом доме с супругой. Дети и внуки увлечения дедушки уважают, которое, между прочим, приносит неплохой доход. Однако перенять опыт в изготовлении обуви пока никто не спешит. У каждого свое хобби, делится дедушка. И все же желающие овладеть этим мастерством находятся. Метик мей сбор бежвихацу. Кэш духой саваш суох. Кэча боргу мачусус амвел хиборби. Впрочем, у мастера находится время и для других занятий. Домашнее хозяйство не на кого оставить. Кстати, прежде чем он увлекся изготовлением обуви, занимался производством окон и дверей. Ибрагим Костоев практически всю свою жизнь привык трудиться на благо себе и другим. Марина Муталиева, Адам Долгиев, Новости 24. Подготовка ко Дню знаний сейчас у многих родителей на первом месте. Снарядить своего ребенка в школу – это целая учебная операция со всеми вытекающими расходами. Пенал, тетради, портфель, школьная форма, список длинный. И вот что мы можем посоветовать. Репортаж Маки Килиматовой. Август действительно горячая пора для родителей, ведь начало нового учебного года нужно потратиться на школьную форму, новую обувь и канцтовары. Залина Аздоева сегодня готовит к школе первоклашку Хаву. Я буду читать, писать. А хорошо учиться будешь? Буду. Отличницей будешь. Ну-ка расскажи, что ты себе уже купила? Портфель. Портфель купила? Да. А какой у тебя портфель? Красивый? Ага. Ну-ка, опиши его. Он цветной и с кошечкой. У меня 3 школьника в этом году. Ну, в среднем на каждого ребенка около 10 тысяч у меня уходит. Еще у меня не все собрано, правда. Точно даже не могу сказать. А Залина Хантыгова пришла за обновками для своих 2 старшеклассников. Признается, не самое легкое дело, ведь подросткам всегда трудно угодить. У нас в школе введена эта единая форма. Черный костюм, белая рубашка. Но, тем не менее, у детей много костюмчиков. Им хочется нет-нет разнообразия. Практически половину запланированных расходов отнимает канцтовары. Тетради, ручки, карандаши, калькуляторы, альбомы. Перечислять можно долго. Радует, что книги уже выдают в школе, а в решении некоторых вопросов поможет и консультант в магазине. Девочки предпочитают такие, сказать, мультяшные, начиная от ручек заканчивая до тетради и альбомов. Например, «Тролли» очень популярный мультик, девочки его очень любят, но это более младшая категория. Для более старших есть предпочтение куклы, диснеевские персонажи, они больше их предпочитают. Например, мальчики, например, они предпочитают машины, например, вот такие, то же самое, даже животных. Особо популярно у нас идет военная тематика для мальчиков. Выбрать хороший рюкзак или портфель для школьника тоже непросто. От того, насколько удобно его носить, зависит здоровье ребенка. У самих школьников в выборе школьных обновок, конечно, свои предпочтения. Дети больше обращают внимание на внешнее оформление. Для них важны красивые рисунки, интересные надписи, стиль. Например, родители больше выбирают портфель, чтобы был максимум комфорта своего ребенка. Например, это ортопедические портфели. Смотрите, теперь вот такие. Они уменьшают нагрузку на спину и также корректируют осанку. То есть минимум нагрузки на спину для ребенка. Как правило, во все школы обязателен дресс-код. Практически каждый год, а то и чаще родителям приходится покупать школьнику новую форму. Обычно ее фасон и цвет определяет сама школа. В остальных случаях родители выбирают одежду, учитывая свои финансовые возможности и пожелания школьника. У нас есть разнообразные рубашки, юбочки разные, но чаще всего нас покупают вот такие сарафанчики. У нас они 2 видов, синие и черные. Но большинство покупает синий цвет, потому что у нас это единая форма идет в школе. Красивая форма, удобный ранец, яркая канцелярия. Без этого, конечно, школьнику не обойтись. Но самое важное для детей – пополнить свой багаж знаний. Мака Килиматова, Сурхо Кусиев, Новости 24. Художественная гимнастика в современном спорте занимает особое положение. И причин для этого сразу несколько. Популярность, увлекательная история становления и, конечно, зрелищность. Приобщиться к красоте и грации теперь можно и в Ингушетии. При спорткомплексе «Магаз» открыта школа художественной и спортивной гимнастики. Здесь занимаются более 200 мальчиков и девочек. Репортаж Заримы Ивлоевой.
Две ручки потянули вперед, легли вперед, раз. Тренировки, растяжки, ссадины и боли в мышцах – все как у любых спортсменов, а порой усталость и даже слезы. Самым маленьким гимнасткам всего по 3-4 года, но пропускать занятия ради мультиков здесь никто и не думает. Благодаря гимнастике девочки очень стройные и очень красивые становятся на гимнастике. Я научилась делать мостик, но шпагат еще нет, потому что он очень сложный. У меня получится скоро сделать. В этот зал за красивой осанкой каждый день приходят десятки девочек. Казалось бы, что художественная гимнастика для региона вид спорта новый, но всего за несколько месяцев набралось более сотни воспитанниц. Мамы не мечтают, что их девочки будут блистать на олимпиадах. Для них главное – прочный фундамент здоровья, который успешно закладывают в ребенке на этих занятиях. У детей очень много проблем ортопедических. И именно гимнастика позволяет решить эти проблемы не медицинским путем, к которому приходится прибегать уже в более взрослом возрасте, а именно вот 3-4-5 лет возможно с помощью гимнастики, с помощью спорта решить проблемы со здоровьем у многих детей. Физическая подготовка – это само собой, но в первую очередь это волевые качества, добиваться своей цели, воспитание характера. Прекрасные природные данные не всегда залог успеха. Здесь важны дисциплинированность, трудолюбие и сила воли. Опытные тренеры уверяют, стержень, заложенный на раннем этапе, каждая воспитанница пронесет через всю жизнь. Ирина Соловей в мир гимнастики и сама попала в 6 лет. Позже стала мастером спорта и уже 15 лет передает это мастерство своим воспитанникам. А теперь перебралась из Москвы в Магаз, чтобы развивать этот вид спорта у нас в регионе. Художественная гимнастика у нас подразделяется на 3 направления. Это профессиональная художественная гимнастика, гимнастика с направлением фитнес, йоги, пилатеса и направление художественная гимнастика с лечебной физкультурой. Это индивидуально по показаниям врача. Мы занимаемся с детками, у которых есть какие-то отклонения по здоровью. А в соседнем зале мужчины, правда, пока совсем маленькие. Многие атлеты еще и разговаривают-то не совсем внятно, но уже разбираются в различных спортивных упражнениях. Отжимания умеешь делать? Да. Подтягиваться умеешь? Да. Покажи нам. Покажи, как умеешь отжимания делать. А сколько тебе лет? Спортивная гимнастика – это отличный трамплин или старт для любого вида спорта. Здесь мальчиков развивают физически, учат быть ловкими, быстрыми и смышленными. Остался на гимнастику, чтобы я был сильный и стройный. А чему ты уже научился? Расскажи. Кувыркаться, вот так делать. Научился еще свечку делать. После такой подготовки ребятам с легкостью покорится любой вид спорта. А те, кто решил посвятить себя исключительно гимнастике, войдут в ингушскую сборную, которая будет представлять республику на различных соревнованиях. Направление профессиональное. У нас направление любительское и лечебное. То есть мы в 3 направлениях. Профессиональная гимнастика – это обязательные произвольные упражнения, по которым они будут выступать на соревнованиях. Любительская гимнастика – это которая она для тех, кто желающих, например, заняться гимнастикой, потом идти на борьбу, там, на рукопашные бои и так далее. С другими секциями уже достигнута договоренность, чтобы детей для начала приводили именно сюда, а после того, как пройдут основную базу, маленьких спортсменов переведут на борьбу, дзюдо и бокс по предпочтениям. Школа функционирует уже пару месяцев. За это время мы уже успели набрать более 200 детей. Очень радует, что большая половина – это девочки у нас занимаются. Тренерский состав мы отбирали очень тщательно, выбирали самых лучших, одних из лучших выбрали. Это и заслуженные мастера спорта СССР, и зарубежьем у нас тренерский состав подбирался. В школе гимнастики занимаются дети от 3 до 12 лет. Занятия проходят 3 раза в неделю. Для тех, кто еще не успел записаться в первую в Ингушетии школу по легкой и спортивной гимнастике, время еще есть. А для самых утонченных во Дворце спорта открыли школу балета. Зарема Ивлоева, Хаваш Гойгов, Адам Далаков. Новости 24.
Сегодня 172 года со дня основания отмечает Русское географическое общество. Всероссийская общественная организация была основана по высочайшему повелению императора Николая I в 1845 году. Это одно из старейших обществ мира. Оно объединяет специалистов в области географии и смежных наук. Сегодня в географическом обществе насчитывается более 20 тысяч членов по России и за рубежом. Основная цель экспедиции – исследование, образование, просвещение, охрана природы, издание книг и работа с молодежью. Сотни экспедиций, организованных обществом, сыграли большую роль в освоении Арктики, Сибири, Дальнего Востока, Средней и Центральной Азии, Мирового океана. С 1956 года Русское географическое общество входит в Международный географический союз. Кстати, школьные принадлежности не только можно приобрести в магазине номер 3 в Назране на улице Московская. Здесь проконсультируют каждого покупателя, предложат товар по приемлемым ценам. Продукты питания и предметы домашнего быта в репортаже нашего корреспондента. Шибилова Самира своему новому портфелю рада как никогда. Все потому, что выбирала сама. Теперь остается закупиться тетрадями и ручками. Впрочем, все это также есть в магазине номер 3, даже для самого взыскательного покупателя. Есть вот такие рюкзачки. Я себе купила вот такой рюкзак. И сейчас скоро будет 1 сентября, и я здесь куплю себе тетрадки, пеналы, ручки и все необходимое. В преддверии 1 сентября покупка канцелярских товаров становится как никогда актуальной. Новый супермаркет открылся рядом с Назрановской 3-й школой. Здесь каждый может порадовать себя и свою семью приятными покупками по выгодным ценам. Ассортимент начиная от продуктов питания, заканчивая предметами гардероба. У нас большой супермаркет, он находится по Московской 70, рядом с 3-й школой. В принципе, у нас все. У нас бытовая химия, детская и взрослая обувь, кондитерские изделия, детское питание, канцелярия. У нас все есть. У нас все условия, холодильники, кондиционер. Мы поддерживаем температуру, которая нужна для продуктов. Свежие продукты – основа для качественного питания. Именно поэтому в магазине номер 3 заботятся о сохранности продуктов и овощей. А для гурманов здесь самый настоящий рай – широкий выбор специй и соусов. В отделе сладостей же просто глаза разбегаются от разнообразия ярких конфетных фантиков. Ассортимент насчитывает около сотни видов различных шоколадных изделий, пирожных, печеньев, кексов, рулетов и прочих лакомств. А покупатели, кстати, которые следят за фигурой, могут выбрать низкокалорийные молочные продукты или товары диетического питания. В отделе чая и кофе также можно приобрести всевозможные сорта напитков. С открытием этого магазина у жильцов ближайших домов отпала необходимость, по-моему, ездить на центральный рынок. Цены приемлемые, обслуживание полностью. У вас свадебное торжество, и вы не можете выбрать красивую посуду? Огромный выбор кастрюль, столовых сервизов точно не оставит никого равнодушным. Магазин номер 3 заботится и о самых маленьких. Огромное разнообразие качественных продуктов детского питания от самого рождения. Там же вы найдете развивающие игрушки и все, что необходимо для ухода за малышом. А чтобы в доме везде царили уют и чистота, здесь представлен огромный ассортимент всевозможных моющих и чистящих средств для всего дома. Есть абсолютно все – мыло, стиральные порошки, кондиционеры, шампуни. Очень хороший магазин. Любая хозяйка всегда стремится создать теплую атмосферу в доме, поэтому домашний текстиль всегда востребован. Скатерть для уютной гостиной, полотенце для кухни и ванны, мягкие пледы и нежное постельное белье. Доступные цены и качественное обслуживание. Магазин номер 3 ждет вас в любое время. Мака Келиматова, Сурхо Кусиев, Новости 24. В завершении выпуска напомню, завтра в 14:00 на базе отдыха в селении Мужичи пройдет традиционная встреча Юнусбека Евкурова с молодежью. Принять участие в беседе с главой региона может каждый желающий. Регистрацию необходимо пройти до 10 часов 30 минут. Следите за новостями на канале Ингушетия и до встречи в эфире.